Таджикистанский лидер Рахмон отчитал силовиков. Они не предотвратили нападение на погранзаставу. Тем временем мука в стране дорожает 6-й раз за год, а столица готовится к пышным празднованиям Дня президента. Основные вехи правления Рахмона в нашей сегодняшней программе. В 2015 году Эмомали Рахмону дают уникальный для страны статус – лидер нации. Лидеру нации, и только ему дается право переизбираться неограниченное количество раз. Сбежавший из изолятора гражданский активист сам сдался полицейским и объяснил свой поступок акцией протеста. Я требую увольнения начальника Целиноградского РОВД, Целиноградского судьи Акбарова и вот этого опера Капарова. Учительница английского языка много лет собирала в Кыргызстане истории украденных невест и в итоге сняла художественный фильм. Сегодня премьера. В кыргызских семьях важнее любви друг к другу – это мнение окружающих. Девушка, которую украли замуж, должна молча согласиться, иначе позор. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Эмомали Рахмон на Совете Безопасности подверг резкой критике спецслужбы и МВД в связи с нападением на погранзаставу Ишкобод. Президент Таджикистана остался недоволен, что силовики не смогли предотвратить атаку боевиков. На заседании Совбеза отчитывались генпрокурор, министр внутренних дел и обороны, председатель Госкомитета нацбезопасности и глава погранвойск. Как сообщает таджикское бюро «Радио Свобода ОЗОДИ», большую порцию критики получили главы ГКМБ и погранвойск. Рахмон заявил следующее, цитата: «Если у вас нет информации о том, что 3-4 террориста несколько месяцев готовятся к нападению, тогда в чем же заключается ваша задача?» Конец цитаты. Досталось и министру внутренних дел. Президент отметил, что сотрудники милиции не контролируют передвижение сомнительных лиц на вверенных им территориях. Напомню, боевики атаковали погранзаставу Ишкобод рано утром 6 ноября. По информации ГКНБ, уничтожены 15 нападавших, еще 5 задержаны. Власти подтвердили гибель только 2 силовиков, однако по информации радио ОЗОЗИ погибли не менее 6 пограничников и 1 милиционер. Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение. Эмомали Рахмон во время атаки находился с визитом в Европе и не комментировал произошедшее. Наш лидер – наша гордость. Под таким лозунгом завтра в Таджикистане готовится отметить День президента. 16 ноября выбрано не случайно. Именно в этот день, в 1994 году, состоялась первая инаугурация Эмомали Рахмона на пост президента. Сам праздник отметят уже в 4-й раз. По всей стране пройдут десятки различных торжеств и празднеств. Подробности расскажет Анушерван Арипов. Праздничных мероприятий в День президента будет множество. Во всех школах страны учащиеся будут писать обязательное сочинение на тему «Президент. Гарантия развития Таджикистана». Перед этим пройдет урок о роли Эмомали Рахмона в достижении мира, согласия и развития страны. В воинских частях известные в Таджикистане люди встретятся с солдатами. Все эти мероприятия пройдут под общим девизом «Преданность президенту, преданность Родине». Бесплатные представления в театрах и парках, спортивные состязания, выставки книг президента. Вот неполный список всех запланированных мероприятий, приуроченных к празднику. На одной из площадей страны устанавливают сцену и развешивают баннеры с лозунгами. В них также упоминается Эмомали Рахмон. Завтра здесь ожидается патриотическое шествие и концерт в поддержку президента. Стоит еще отметить конные скачки, которые пройдут в столице. Сюда уже съехались владельцы лучших скакунов со всей страны. Пока неизвестен главный приз победителю, но это не столь важно, говорят участники. Честно говоря, мы еще не спрашивали про приз, но мы максимально готовы к скачкам. Надеемся на победу. В Таджикистане Эмомали Рахмону полностью приписывают все заслуги в окончании гражданской войны. Других участников мирного процесса как будто бы и не было. Население страны стараются убедить в том, что все экономические и социальные достижения без нынешнего президента были бы невозможны. Это его авторитет, это его старание, знание, умение и большой практический опыт. Вот все это есть как принцип того, что сегодня мы имеем. Независимый политолог Парвиз Муладжанов уверен, что поддержание положительного образа президента страны – явление нормальное. Но в Таджикистане с этим делом сильно переборщили. Но с другой стороны должна быть всегда какая-то мера, чтобы это не привело к обратному результату. То есть, когда, например, школьников выгоняют в холодную зиму, в холодную погоду, и они там по час, по два ожидают под дождем. Там были случаи, когда они падали в обморок. То это уже вызывает обратную реакцию.
Пока пропаганда в Таджикистане приносит результаты. На последних выборах в 2013 году за президента официально проголосовало почти 84% избирателей. День президента отмечают в стране в 4-й раз. По решению парламента Таджикистана от 2016 года эту дату внесли в перечень государственных праздников. Но 16 ноября не является выходным днем. В Таджикистане снова жалуются на резкий скачок цен на муку. С начала ноября стандартный 50-килограммовый мешок муки подорожал на $4 и продается сейчас примерно по 220 сомани, это около $23. Нынешнее подорожание уже 6-е по счету с начала года. Власти говорят о влиянии внешних факторов. Для снятия ажиотажа и стабилизации цен на рынке Госагентство продовольственного резерва приступило к прямой поставке и продаже муки и пшеницы со своих складов. Тем временем ряд крупных поставщиков муки в беседе с корреспондентом радио Озоди заявили, что эти меры вряд ли существенно повлияют на рынок и указали на необходимость снижения таможенных налоговых сборов с импортируемой из-за рубежа пшеницы. Почти половину от общего объема потребляемой в стране муки Таджикистан покупает в Казахстане. По данным антимонопольной службы, население потребляет почти 2 миллиона тонн мучных продуктов в год. В первом полугодии из Казахстана уже было импортировано 500 000 тонн пшеницы. Ежегодно из Казахстана в Таджикистан завозится от 700 тысяч до 1 миллиона тонн пшеницы и перерабатывается на местных мукомольнях. Очередной скачок связан с тем, что в самом Казахстане за последний год цены на пшеницу выросли более чем на 20%. Сейчас Госагентство продовольственного резерва начало продажу муки на столичных рынках. Они непосредственно занимаются импортом муки из Казахстана, и это должно повлиять на цены. В Таджикистане меняли конституцию неоднократно. Благодаря этому Рахмон становился президентом 4 раза, а потом и вовсе получил возможность переизбираться на главный политический пост страны неограниченное количество раз. Карманбек Улуев расскажет, каким образом в Таджикистане переписывали основной закон. 5+5, семерка, 7+7, а затем вовсе без ограничений. Но только для одного человека. Именно в таком порядке менялся президентский срок в Таджикистане, начиная с 1994 года. Для этого пришлось трижды менять конституцию. Давайте вспомним, как это было. Нынешняя конституция Таджикистана принята 6 ноября 1994 года. Она закрепила в стране сильное президентское правление, но ограничила его 2 сроками по 5 лет. Нужно подчеркнуть, что конституция была принята в период гражданской войны. Конституция Республики Таджикистан. И притом конституция из бывших республик принята в таком сложнейшем обстановке референдумом. Это самые демократичные выборы. В сентябре 1999 года, через 2 года после окончания гражданской войны и к завершению первого срока президентства Эмомали Рахмона, конституцию меняют. И вместо 2 5-летних сроков на президентство дают только 1, зато 7-летний. Первый срок президентства Рахмона учитывать не стали. Так Рахмон впервые увеличил свой президентский срок. Тогда всего на 2 года. Взамен президент позволил своим политическим конкурентам войти в парламент. В стране разрешили религиозные партии. Менее чем через 4 года, летом 2003-го, Конституцию меняют 2-й раз. На президентский пост позволяет избираться уже 2 раза по 7 лет. Каждое изменение Конституции закрепляется законом. И ссылаясь на то, что закон обратной силы не имеет, прошлые сроки Эмомали Рахмона обнуляются. Таким образом, Эмомали Рахмон становится президентом и в 2006 году, и в 2013. По факту это его 3-й и 4-й сроки. В 2015 году Эмомали Рахмону дают уникальный для страны статус – лидер нации. А через год снова, уже в 3-й раз, меняет Конституцию. Лидеру нации, и только ему дается право переизбираться неограниченное количество раз. Тогда же в Конституции вводят запрет на религиозные партии и снижают возрастной ценз для президента до 30 лет, что фактически позволяет сыну Эмомали Рахмона, мэру города Душанбе Рустаму Эмомали, баллотироваться на высший государственный пост уже в 2020 году. Оппоненты президента называют это окончательным крахом демократии в стране. Эти изменения окончательно превратили Конституцию Республики Таджикистан из полудемократичной полностью в авторитарную, даже более того, в тоталитарную Конституцию. Это мнение лидера последней оставшейся в стране оппозиционной партии. Она не представлена в парламенте. Эмомали Рахмон стал самым долгонаходящимся на посту действующим президентом Центральной Азии после ухода в отставку Нурсултана Назарбаева в Казахстане. В постсоветском регионе он уступает только главе Беларуси Александру Лукашенко. Тот, кстати, тоже был избран президентом в 1994 году, но на 4 месяца раньше, чем Эмомали Рахмон. Президент России Владимир Путин заявил, что не планирует встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским до саммита лидеров Украины, России, Франции и Германии. Вот что заявил российский лидер после саммита БРИКС в столице Бразилии.
Первое, что касается инициативы Нурсултана Назарбаева. Это очень уважаемый человек, у меня с ним очень близкие, дружеские отношения, он очень опытный политик. Кстати говоря, он долгое время, многие годы жил на Украине. И он хорошо знает эту страну и относится к ней с большой симпатией. И все время мне транслирует это свое отношение к Украине. Дело в том, что сейчас о встрече до нормандского формата речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в нормандском формате. Если уже будем встречаться, так чего же нам суетиться и бегать здесь на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован. Ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом. Я напомню, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на форуме в Нур-Султане 12 ноября предложил провести прямые переговоры между президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским в Казахстане. Назарбаев заявил, что Зеленский дал согласие на участие в такой встрече. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя в тот день инициативу Назарбаева, сказал, что российский лидер считает, что встреча ради встречи принесет мало пользы. Двое жестоко избитых узбекистанскими пограничниками парней попали в больницу. Видео экзекуции над молодыми людьми на днях появилось в соцсетях. На них видно, как мужчины в военной форме и в черных балаклавах наносят удары бейсбольной битой. Как выяснили журналисты радио Озодлик, инцидент произошел 10 ноября в приграничном с Кыргызстаном населенном пункте Хосилот Ферганской области. По данным службы госбезопасности Узбекистана, Умиджон Саиджонов и Абдурасул Фозилов изначально не подчинились приказу пограничников и на машине на большой скорости скрылись. А спустя некоторое время парни вернулись обратно, оскорбили пограничников и спровоцировали конфликт. Из-за этого их задержали с применением физической силы. Граждане Саиджонов Умиджон Холдарали Угли и Фозилов Абдрасул Маруфджон Угли были задержаны с применением физической силы. После задержания было выявлено, что у них отсутствуют какие-либо документы, удостоверяющие личность, а также документы на право вождения автотранспортного средства. В итоге после задержания указанные лица были в установленном порядке переданы в органы внутренних дел для соответствующего процессуального оформления. Версия пострадавших резко отличается от официального. Умиджон Саиджонов рассказал Озодлику, что инцидент возник из-за проверки автомашины. Пограничники потребовали от него снять заднее сиденье, которое было прикреплено болтами. Услышав отрицательный ответ, пограничники потребовали Саиджонова отогнать машину в сторону. Выполнив требования военных, парень пешком пошел домой, а когда вернулся, пограничники начали его избивать. Для того, чтобы открыть задние сиденья, нужны были ключи, а их у меня не было. Мне сказали: оставь машину, сейчас принесут ключи. Я оставил и проводил маму до дому. Дом находится в приграничной зоне недалеко. Я вернулся к машине и стал ждать, когда принесут ключи. В это время из части вышли несколько людей в гражданском, но в масках. Как только подошли, начали бить. Я попросил, чтобы не били. Подошли еще двое, один из которых ударил дубиной по голове. Я стал защищать голову рукой, вот синяки. Пару раз попали в челюсть. Сейчас не могу ничего кушать. Второй пострадавший Абдурасул Фозилов рассказал, что является тем самым парнем, которого пограничники бьют в живот и дубинкой по плечу. По его словам, пограничники почти регулярно избивают и оскорбляют людей, которые кажутся им подозрительными. Поэтому он и решил записать и распространить это видео. Мне сначала сказали идти домой. Когда я стал уходить, один из солдат в гражданском, но в маске, подбежал и ударил кулаком в живот. Потом коленом стал бить по голове. Подбежал третий солдат и стал колотить битой по спине. Подъехал УАЗик, за волосы нас затащили в него и повезли в часть. Сейчас у меня плечи в синяках. Лежим в районной больнице. У здания Генпрокуратуры в Нур-Султане полицейские задержали сбежавшего из ВС гражданского активиста Дулата Агадила. По его словам, главному надзорному органу Агадил пришел добровольно сдаваться. Беглеца уже вернули в изолятор временного содержания, где он и отбудет оставшийся срок. Чем Дулат Агадил объяснил свой побег, расскажет Шалпана Разбекова. Дулата забирают. Когда сотрудники полиции стали заталкивать Агадила в машину, активист выкрикнул, что требует отставки руководителей правоохранительных, надзорных и судебных ведомств. Я требую увольнения начальника Целиноградского РОВД, Целиноградского судьи Акбарова и вот этого опера Капарова.
Позже Агадил уже в районном отделе полиции заявит журналистам на камеру, что произошедшее 2 днями ранее не похищение, как подозревали родные активиста, а его собственный обдуманный шаг. Меня никто насильно не вывозил из камеры, никто меня не похищал. Я сбежал намеренно. Еще перед сегодняшним задержанием активиста в социальных сетях и мессенджерах распространили заранее записанное видео Дулата Агадила. В нем он подробно рассказывает о целях своего побега. По его словам, за 1 месяц его судили 5 раз по надуманным обвинениям. И делалось это для того, чтобы активисты не озвучивали свое недовольство. В ВВС Целиноградского РОВД я был единственным арестантом. В помещении, рассчитанном на 50-55 мест, я лежал один. А ведь сотрудники прокуратуры, КНБ, ДВД говорят: какое твое дело, занимайся своими проблемами. Мы все держим под контролем. Я решил показать, под каким контролем это все, и что оттуда можно уйти беспрепятственно. Из 3 конвоиров, которые меня охраняли в тот день, 2 ушли праздновать день рождения, а еще 1 уснул. И я ушел, раз не было препятствий. Сейчас Агадил в том же изоляторе, где и ранее. В пресс-службе полиции Акмолинской области разъяснили. Изначально за неподчинение властям во время митинга суд приговорил Агадила к 10 суткам ареста. Еще 5 суток на том же процессе. Ему вменили за неуважение к суду. То есть бежал активист, оказывается, не за день до освобождения, а за 6 суток. За совершенный побег ему грозит еще 5 суток, либо штраф $30 согласно административному закону. За неисполнение решения суда, выразившееся в самовольном уходе из приемника, нарушитель будет привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 669 Административного кодекса, которая предусматривает административный штраф в размере 5 месячных расчетных показателей или административный арест до 5 суток. Большинство правозащитников поддержали акцию протеста Дулата Агадила. Некоторые из них все же понимают, что побег из-под ареста – это нарушение закона. Безусловно, как юрист я это не приветствую, как правозащитник я это не приветствую, но я понимаю и разделяю его возмущение тем, как построена работа, деятельность этой структуры. Получается, что он выбрал именно этот путь, потому что в данных условиях это был, наверное, единственный способ показать свое несогласие. Гражданский активист Дулат Агадил несколько раз был привлечен к административному аресту за участие на несанкционированных митингах. Во время последнего ареста он требовал личной встречи с генеральным прокурором, верховным судьей и министром внутренних дел. Ни одна из этих встреч не состоялась. Шолпан Урузбекова, Павел Энгельгард. Настоящее время. Азия. Казахстан. Смотрите далее в нашей программе. Учительница английского языка много лет собирала в Кыргызстане истории украденных невест и в итоге сняла художественный фильм. Сегодня премьера. В кыргызских семьях важнее любви к друг другу – это мнение окружающих. Девушка, которую украли замуж, должна молча согласиться, иначе позор. Мы продолжаем. Турция заявила о планах депортировать почти 1000 членов экстремистской группировки «Исламское государство». Все они граждане разных государств мира. Как сообщают турецкие СМИ, всего депортируют 956 человек. Среди них 99 граждан России, 10 казахстанцев, 82 узбекистанца, 6 граждан Туркменистана, 22 кыргызстанца и 21 таджикистанец. Власти Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана пока не прокомментировали планы Анкары по депортации людей, которые ранее примкнули к ИГИЛ. Исламское государство несколько лет удерживало значительные территории Сирии и Ирака. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в турецких тюрьмах находится около 2500 боевиков группировки. Глава Министерства внутренних дел страны Сулейман Сойлу сказал, что Турция – это не отель для членов исламского государства. Он обещал начать их депортацию в страны их происхождения. Ранее МИД Турции сообщил о депортации гражданина США и 7 граждан Германии. Американка Юджиния Чанг сняла фильм о том, как в Кыргызстане до сих пор похищают невест для вступления в брак. Когда девушка только приехала работать волонтером, ее студентки начали ей рассказывать, о чем они говорили даже с однокурсниками. Не принято в Кыргызстане распространяться о том, что ты ушла из дома, куда тебя пусть даже силой привели как невесту. Зачастую даже сами родители украденных девушек уговаривают их выйти замуж за похитителя. О том, как обычный иностранный волонтер без денег сняла полнометражный фильм о серьезной социальной проблеме, расскажет Джибек Бигалиев. Недалеко от этих мест американка Юджиния преподавала английский для кыргызских студентов. Именно там многие девушки начали рассказывать иностранному волонтеру свои истории о том, как они становились изгоями для семьи из-за того, что сбегали от укравших их мужей. Вообще, первый раз о том, что здесь крадут невест, я услышала в одной деревне. Местная женщина подумала, что я кыргызка, и предупредила меня, чтобы я была аккуратнее.
В этом селе по вечерам воровали девушек. Она сказала, чтобы я не выходила на улицу. Для меня это был шок. Неужели в наши дни так делают? Со временем девушек, которые делились своими секретами, стало больше. Так Юджиния поняла, что умыкание невесты или алакачу – это не просто байки или придуманные истории, а реальная жизнь многих кыргызских женщин. Я стала встречать таких девушек чаще и подумала, что женщин воруют в регионах. При этом городские жители говорили мне, что такой проблемы нет. Но девочки из регионов объяснили, там это происходит постоянно. Просто по телевизору и в газетах об этом не рассказывают. Именно тогда Юджиния решила снять фильм про алакачу. Она просто вбила в Google запрос «Как писать сценарий?» и потом несколько лет собирала в текст все те истории, что слышала. Денег на съемки фильма не было, но его сценарий очень понравился режиссеру Чингизу Нарынову, который решил, что такое кино надо снимать. Очень многие городские жители думают, что это нечто устаревшее, нечто, наверное, там где-то в регионах 2-3 случая в год бывает. Но когда начинаешь путешествовать, много ездить, общаться, и вот просто грубо говоря, у молодых школьниц спрашиваешь, вообще у детей, у скольких из вас, грубо говоря, маму украли замуж? Поднимать чуть ли не половина класса, это жутко, на самом деле. Это страшно. Деньги на фильм в итоге собирали всем миром. Небольшие суммы приносили даже студенты из университета, в котором преподавала Юджиния. И вот теперь фильм Юджинии и Чингиза показывают в кинотеатрах Бишкека. За 5 лет и примерно $50 000 Юджиния с Чингизом сняли трогательную историю о том, как отец любит свою дочь. Любит так сильно, что ему не важно, что скажут об этом люди. Его дочь крадут, однако отец делает все для того, чтобы вернуть ее домой. То есть эта история нетипична. Обычно так в кыргызских семьях не бывает. В кыргызских семьях важнее любви к друг другу – это мнение окружающих. Что скажут люди, думают старшие. От этого страдает молодежь. Девушка, которую украли замуж, должна молча согласиться. Иначе позор. В Корее тоже так раньше было. Люди придавали большое значение мнению других людей. Для родителей было важнее не то, как живет и что чувствует их ребенок, а то, что подумают об их семье люди. Пока Юджиния снимала фильм, она успела выучить кыргызский язык, что для приезжих большая редкость. В основном иностранцы изучают русский, потому что на родном языке зачастую не говорят даже сами кыргызы. Одна из них – люди считают, что про него подумают, что он приехал из села, что он необразованный. Это стереотип. Большинство молодежи понимают и знают кыргызский язык, но они говорят по-русски. Я думаю, они просто хотят показать, что они более европеизированные, продвинутые. Я их понимаю. Корейцы в Америке тоже стараются говорить по-английски. Когда я была маленькая, я тоже стеснялась говорить по-корейски. Удивляться национальным особенностям Кыргызстана Юджиния продолжает до сих пор. Возможно, когда-нибудь она снимет еще один фильм, а пока она раскручивает уже отснятую картину и мечтает ее бесплатно показать в самых отдаленных селах Кыргызстана. Жибек Бегалиева, Азат Ынтымаков. Настоящее время Азия. Бишкек, Кыргызстан. В Туркменистане торжественно отметили праздник урожая. Члены правительства рапортовали об успешном выполнении плана по сбору хлопка и богатом урожае пшеницы, а также овощебахчевых и плодово-ягодных культур. Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов лично принимал поздравления. Как сообщили туркменистанские СМИ, государственный план по сбору хлопка выполнили все 5 вилаятов. Первым, как мы ранее рассказывали, был Ахалский вилаят. Им руководит сын Аркадага Сирдар Бердымухамедов. По распоряжению главы государства к празднику готовились заблаговременно и на самом высоком уровне. Бюджетники мыли и складывали на прилавки овощи и фрукты для показа по государственному телевидению. Участники торжества демонстрировали традиции, обычаи, ремесла и народное творчество, готовили национальные блюда. Праздник отметили во всех 5 регионах страны. И еще немного о празднике. Ударникам труда и особо отличившимся в сборе хлопка власти Туркменистана поручили купить за свой счет телевизоры и принести их на праздник урожая, чтобы потом их вручили им же, но от имени президента. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами в понедельник. Всего доброго. До встречи.